Здравствуйте, это новости на телеканале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Устранение аварий на Ниренгринской ГРЭС, как идут восстановительные работы на энергоблоках, какова ситуация на сегодня. Умное село в Намском Улусе начали работу по внедрению проекта под таким названием «Чем это может быть полезно для местного населения». Тотальный диктант в Мирнинском районе. Сотня айхальцев проверили знание бурятского языка, насколько справились с заданием. В Ниренгринский район был командирован первый замминистра по ЖКХ и энергетике республики для контроля выполнения аварийно-восстановительных работ на энергоблоках Ниренгринской ГРЭС. О ситуации в районе в репортаже нашей съемочной группы. 28 января энергоблоки номер 1 и 3 станции были выведены в ремонт из-за образования свищей в топке котла и элементе котла-агрегата в водяном экономайзере. В это время в работе находился второй энергоблок и 3 водогрейных котла, которые в полном объеме обеспечивали теплоснабжение потребителей Ниренгринского района в соответствии с необходимыми параметрами. На период проведения работ заданная электрическая нагрузка для Ниренгринской ГРЭС была снижена и перераспределена между другими электростанциями, входящими в объединенную энергетическую систему Востока. Ниренгринская ГРЭС потеряла по нагрузка по установленной мощности 390 мегаватт. В этой связи Якутская энергосистема и Амурская энергосистема вынуждены были перейти в вынужденный режим работы. На сегодняшний день со стороны Якутской ГРЭС-1, Якутской ГРЭС-2 и с каскады Вилюйской ГЭС идут перетоки электрической энергии в сторону Южно-Якутского энергорайона в объеме 57 от Якутской энергосистемы, от Центрального энергорайона и от Западной энергосистемы в объеме порядка 30 мегаватт. В ночь с 29 на 30 января после аварийного ремонта в работу включен первый энергоблок. За 48 часов оперативный персонал Ниренгринской ГРЭС совместно с ремонтным персоналом филиала Ниренгри-Энергоремонт провели расхолаживание вышедшего из строя оборудования и произвели аварийные ремонтно-восстановительные работы на дефектном участке топки котла. На данный момент энергоблок работает в номинальном режиме в соответствии с диспетчерским графиком. Эта авария никак не сказалась на жизнедеятельности Ниренгринского района, потому что станция обеспечивает район и город, прилежащие населенные пункты теплом. Мы продолжаем обеспечивать, ограничений мы не вводили. Никаких осложнений эта авария не вызвала. Ремонтные работы на энергоблоке номер 3 продолжаются. Аварийная заявка на выполнение восстановительных работ подана до 31 числа. По итогам работ третий энергоблок должен также быть введен в работу в сеть, что обеспечит надежность работы энергоснабжения Якутской и Амурской энергосистемы. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Ниренгри. В республике за минувшие сутки выявлено 123 новых случая новой коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 40 случаев, в Мирнинском районе 39, в Алданском районе 10, в Вилюйском 9, в Аймяконском районе 8 случаев заражения, в Ниренгринском районе 7. За последние сутки лаборатории республики провели 2416 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработали 919 тысяч тестов. Новое здание врачебной амбулатории ввели в эксплуатацию в селе Сингск Кангаласского района. Прежнее здание 1984 года постройки было признано аварийным еще в 2019 году и не отвечало современным требованиям. На открытии нового объекта побывала наш корреспондент в Кангаласском районе Виолетта Засимова. Новое здание амбулатории начали возводить в июне 2020 года. Задействовали строительную бригаду из города Новосибирска. Объект получился площадью 158 квадратных метров. В его основе цельнометаллический каркас и сэндвич-панели с базальтовым утеплителем. Внутри предусмотрены кабинет врача, стоматологический, смотровой и прививочный кабинеты, дневной стационар и комната медперсонала. Конечно, новое здание
соответствует всем госстандартам, тепло, уютно, светло. Есть стоматологический кабинет, очень большой процедурный кабинет, комфортно как раз для, как говорится, жителей села, со всеми удобствами. Благоустроенный туалет, самое главное. В старом здании не было благоустроенного туалета, и, конечно, был немного дискомфорт в обслуживании. Сейчас коллектив амбулатории состоит из 8 работников. Врач общей практики, стоматолог, фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант, 2 постовые медсестры и техперсонал. Амбулатория обслуживает не только население Синска численностью около 850 человек, но и жителей близлежащего села Идяй, которые приезжают сдавать анализы и получать прививки. В день у нас где-то 15-25 посетителей, разделяются на первичные и вторичные пациенты. Больше к нам подходит пожилой возраст со своими хроническими заболеваниями и категория школьников. В основном у нас пожилые жалуются на давление, сахарные диабеты, и школьники, в общем, на танзелиты и вирусные. На строительство здания амбулатории ушло более 8 миллионов рублей. Средства были выделены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Нынче по этой же программе должны ввести в строй фельдшерско-акушерский пункт в селе Красный Ручей и больницу в селе Качекаце. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Намском Улусе начали проект по внедрению умного села. Это аналог умного города, адаптированный на малые населенные пункты с учетом бюджета муниципальных образований и числа населения. Новостные ленты, блоги, онлайн-кассы, набор информационных подсистем будут собраны в одном приложении. С помощью интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий администрации местные смогут напрямую следить за тем, что происходит в населенном пункте, как он развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни граждан. Идея умного села принадлежит Намскому IT-центру. Основной технологией выступает платформа под названием «Смарт-город». Мы давно искали таких партнеров, чтобы именно такие системы внедрялись в малых населенных пунктах, таких как, допустим, в Намский Улус, сельские поселения в Якутии, где проживают даже люди от 50-100 человек, потому что такие системы очень дорогостоящие и посильны только большим городам, как Москва, Санкт-Петербург и так далее. В Усть-Алданском Улусе прошло первое в этом году заседание Улусной организационной комиссии по подготовке и проведению спортивных игр народов республики. Участники утвердили план заседаний Улусной оргкомиссии на 2021 год, ознакомились с положением конкурса на создание символа талисмана спортивных игр. Также выслушали и обсудили план организации работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов района в Мирюнском, Харинском, Наслегах и привлечение на общественные работы населения и безработных местных граждан. На республиканском уровне есть план мероприятий, оно исполняется в соответствии с графиком, и строительство объектов, и благоустройство территории, и озеленение территории, и ремонт дорог. Мы время от времени будем возвращаться к этому плану, но важна именно работа здесь на месте. Работа на муниципальном уровне, чтобы каждый наследник, каждый житель почувствовал свое активное участие в подготовке и проведении игр. Надеюсь, что у нас это получится, и мы организуем незабываемый праздник для жителей республики. Новый центр единоборств открыли сегодня в Якутске. В помещении есть зал самбо и аэрокидс, то есть детской йоги. Это новшество в столице. Раньше таких залов не было. Вообще в данном центре можно заняться более 15 видами спорта. Это дзюдо, тэквондо, бокс, хапсагай, хореография, художественная гимнастика и многое другое. Как сообщили, тренировать население будут заслуженные мастера спорта. Среди них Николай Цепандин по самбо, Руслан Паисеев, тэквондо, Люция Корнилова по кикбоксингу и другие знаменитые спортсмены. Новый зал является вторым филиалом. Первый находится в 17-м квартале в Якутске. Там юные жители квартала, дети неблагополучных семей, трудные подростки по специальному доступу по проекту тренируются в этом центре единоборств абсолютно бесплатно. У нас тренируются как и дети, так и взрослые. Но в основном мы больше часть уделяем детям. Это наше будущее. И дети, особенно 17-го квартала,
Там растут такие самородки, которые уже в течение полугода-года дают очень хорошие результаты. Сотня айхальцев Мирнинского района проверили знание бурятского языка. В поселке провели тотальный диктант, образовательную акцию организовала местная национальная община. Сюжет Оксаны Мезенцевой. Мы напишем диктант, который состоит из 128 слов. Участники диктанта будто вернулись в школьные времена. Внимательно слушают каждое слово диктующего, стараются не пропускать знаки препинания. Возможность проверить знание бурятского языка выпадает редко. Образовательную акцию организовала национальная община РДНИ. Вообще задачи этой большой акции были дать возможность всем желающим проверить свою грамотность в ходе тотального диктанта, повысить уровень владения языковыми навыками. Диктант написали 100 человек, среди участников и дети, и взрослые. Многие бурятским языком в совершенстве не владеют, поэтому всех желающих разделили на 2 группы. Тексты для диктанта отличались количеством слов. Участников собрали на разных участках. Писали диктант группами по 10 человек. Есть еще участники на территории Республики Бурятия. Это наши ветераны и выходцы из поселка Айхал. Работы участников оценит жюри. Тексты для диктанта разработали сами организаторы, учителя бурятского языка. В текстах рассказывается об Айхале. И где-то даже на просторах интернета я вычитала, что наш бурятский язык относится к вымирающим языкам. Есть категории, которые красные, а наш язык относится к желтому. Кто, если не мы, будет способствовать тому, чтобы наш язык не вымер, чтобы сохранить его, всю культуру, весь наш язык для будущих поколений. Жамьян Балдандаржиев, старейшина общины, член жюри. Однако и сам решил написать диктант. Поддержать молодое поколение – дело чести. Где бы ни находился человек, он должен и обязан знать свои корни, свою родословную, помнить и ценить свой родной язык, передавая все это богатство своим детям. Образовательную акцию посвятили 60-летию Айхала и бурятскому национальному празднику. Сагалган отметят в феврале. К этой дате и подведут итоги диктанта. Лучших отметят в номинациях. Предусмотрено 3 призовых места и гран-при. Победителей отметят грамотами и ценными призами. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Умелец из города Тайга Кемеровской области занялся изготовлением одежды из кедра. Студия «Любавушка», театр моды. Свои наряды школьницы и студентки не шьют, а нанизывают и строгают. Использовать дерево как материал для одежды их учит бывший архитектор, а также школьный трудовик Виктор Кашкарев. В 1993 году, перепробовав множество профессий, он устроился в школу учить мальчиков мастерить табуретки и разделочные доски. Потом решил поучаствовать в конкурсе «Учитель года», для которого нужно было провести урок для незнакомых учеников девочек. Кашкарев подумал и настругал с ними деревянных шляпок. Жюри понравилось. Для новых показательных уроков конкурсант решил выпиливать платья и костюмы. Бывают костюмы, на которые уходит там до 25-30 тысяч деталей. Есть 10, там 15, есть 5 тысяч. То есть, ну, самый такой быстрый можно делать там за пару недель. Есть, которые по месяцу уходят. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24, будьте в курсе вместе с нами и следите за развитием событий. Берегите здоровье, носите маски.